Большой театр чествует Владимира Викторовича Васильева. В апреле был разгар эпидемии, и отметить его юбилей не удалось. Удалось сыграть в Казанском театре оперы и балета, успели сыграть поставленный там Васильевым спектакль «И воссияет вечный свет». В эти минуты он идет в Большом театре. На фестивале в его честь. Спектакль, созданный Васильевым, с Васильевым на сцене. Творческие люди некоторых вещей панически боятся. Одна из них именуется выгоранием. Иногда говорят о творческой пустоте, которую то ли нечем заполнить, то ли сил нет заполнить. И с возрастом это не связано. Можно ждать в любой момент, если ждать. Владимир Васильев и к своим 80 ничего такого не ждет. Он, возможно, и не знает, что все это такое, не говоря уже об опережающем испуге перед творческой пустотой. Он работает. Елена Ворошилова видела, как он работает. Этот шаг от Баха к Моцарту Владимир Васильев сделал стремительно. Еще недавно труппа Татарского театра оперы и балета показывала спектакль на музыку высокой мессы си минор Баха. Теперь исповедь Васильева под реквием Моцарта. Есть, да, перекличка еще и с моим собственным творчеством. Когда ты окрылен, когда ты занимаешь вот этот весь огромный зал, ты выходишь, вот так и заполняешь всю эту сцену, ты летишь, и тебе кажется, что ты просто вот сейчас, ты объял весь мир, и он в тебе. Васильев словно ведет диалог с великими художниками о творчестве и вдохновении. Но в этих размышлениях много личного. Кажется, что он до сих пор не смирился с уходом своей жены и музы Екатерины Максимовой. Он скорбит по друзьям, которые не пережили пандемию. Строчка из реквиема «И воссияет вечный свет» дала названию спектаклю, на который Татарский театр оперы и балета бросил все свои силы. 200 человек. Хор, оркестр, певцы, балет. С одной стороны, это элитарные произведения, а с другой стороны, по форме и содержанию он делает доступным их для громадного количества людей и зрителей, то есть такими демократичными. И в этом особенность. И он находит именно сценическую версию, где работает все. Наравне с музыкальными средствами здесь все остальное. И весь видеоряд, и пластика. В начале спектакля Васильев рассказывает о своей юности, надеждах, экспериментах, о временах оттепели. И все это под легкий джаз Евгения Борца. А это взгляд уже другого Васильева, который знает, что такое терять, отпускать, прощать и молча страдать от невыносимой легкости бытия. Сыграть себя, например, невозможно на сцене. Можно блистательно совершенно играть и быть в образе своих героев, но если я выхожу на сцену как я, то я должен просто-напросто жить. Не игра, а жизнь, про которую Васильев говорит в своих стихах. Многие он прочтет со сцены. А еще видеопроекция, сделанная на его акварелях. Всю пандемию он рисовал. В этом спектакле все его. Слово «живопись-танец». Владимир Викторович видит каких-то много воспоминаний, много каких-то образов. И мы, в принципе, не обозначаем никаких конкретных людей. То есть для нас это в первую очередь воплотить все это музыкально. И главные мысли в движении. Каждое движение, которое он ставит, может быть, это прыжок, может быть, это простые руки, но это он добавляет мысли, он добавляет эмоции. Премьера дважды переносилась. В начале апреля, потом в сентябрь. Но театр приехал в Москву. В этот вечер труппа танцует на сцене Большого в честь Владимира Васильева, хореографа, режиссера, художника. Елена Ворошилова, Денис Красенков. Новости культуры.